Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Напомню, что она выходит одновременно на телеканале НВК Саха и на радио Тетим Саха Раджета. У режиссерского пульта Мария Новгородова и Николай Слепцов, у микрофона ведущие передачи Любовь Сарватская. Мы работаем в прямом эфире, вы можете задавать интересующие вас вопросы нашим гостям по номерам 32 0066 и 32 11 66. Наша столица вновь становится центром внимания благодаря фестивалю «Зима начинается с Якутии». С 24 по 30 ноября в нашем городе проходят уникальные мероприятия, объединяющие культуру, искусство и гастрономию. 24 ноября стартовал международный конкурс «Бриллианты Якутии», а 25 ноября гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Сегодня у нас в студии Василина Кривошапкина, заведующая Центром культуры массовых проектов Управления культуры и духовного развития администрации города Якутска, которая нам расскажет о значении этих мероприятий не только для нашего города, но и для всего региона. А также Хосе Луис Малконтенсио из Перу, участник конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Поможет нам в разговоре наш переводчик Василий Васильев. Итак, давайте начнем наш разговор. Добрый вечер, уважаемые гости. Василина Васильевна, расскажите, какова основная цель фестиваля «Зима начинается с Якутии» и какие мероприятия запланированы в рамках фестиваля? Хочется в первую очередь сказать, что наш фестиваль «Зима начинается с Якутии» стартовал в недалеком 2011 году, и, конечно, главная цель, которую мы преследовали, чтобы наш фестиваль стал брендом, стал узнаваемым, поскольку ежегодно интерес к нашему празднику среди горожан и гостей повышается. И, честно говоря, на сегодняшний день действительно он стал уже брендом и олицетворяет собой многогранность нашей якутской зимы. Это, конечно же, вечная мерзлота, это холод, это наши праздничные фестивальные проекты. И хочу сказать, что на сегодняшний день мы себя зарекомендовали как самый яркий событийный праздник, поскольку уже количество гостей, туристов, ежегодно поток туристов увеличивается, и нас это, конечно, радует. Угу. А вот «Бриллианты Якутии» у нас уже имеет статус международного, да? Да. С какого года? Международным он стал с 2012 года, когда к нам начали приезжать скульпторы, пожелавшие принять участие в нашем конкурсе по ледовым скульптурам. Изначально были только ледовые скульптуры, а затем уже было принято решение, что почему мы оставляем снег, поскольку не всем, как говорится, известно, что из снега, можно делать удивительные скульптуры. Например, в Харбине ежегодно проходят также два конкурса, как по ледовым, так и по снежным. И наши мастера неизменно участвуют и занимают призовые места. Получается, тогда международный фестиваль «Бриллианты Якутии» распространен и знает о нем не только в России, но и, получается, далеко за его пределами. Да. А в этом году сколько команд у нас участвует и какие страны? В этом году участвует 20 команд. И из международных команд представлены 2 команды из Китайской Народной Республики, 1 команда из Монголии и наш гость из Перу, который будет в составе международной команды. То есть в пару ему составит участник из города Якутска. Угу. Хосе, как вы узнали о конкурсе «Бриллианты Якутии» и что вас привело сюда? Jose, how did you know about this competition, Diamonds of Yakutia, and why did you come to Yakutia? Me enteré de este concurso a través de la página de интернет Stone Ideas. Еще год назад я узнал о данном конкурсе на интернет-площадке Stone Ideas. Угу. Как долго вы добирались к нам? How long did it take to come here? How long? I live in Salerno, Italy. Я добавлю, к нам добирался наш участник через 7 стран. 7 стран. 7 стран.
Это из-за санкций, да, видимо? Ну да, какими-то вот возможными путями, самыми кратчайшими, потому что был очень выстроен очень сложный маршрут. И кроме того, Хосе, он, конечно, вообще с прошлого года заявился на участие в наш конкурс. И вместе со своей супругой планировал приехать. Но были сложности с визой, и поэтому вот в этом году посчастливилось ему приехать к нам в качестве участника. Как здорово. Хосе, какие скульптуры вы планируете представить на конкурсе? What sculptures are you planning to present in this competition? Tengo previsto presentar 3 esculturas. La primera es la casa de Pinocho, la segunda es el Yeti y por último el leopardo de las nieves. Всего я собираюсь представить 3 скульптуры. Первая — это дом Пиноккио, по-нашему дом Буратино. Второе — это Йети. И третье, наконец, это снежный барс. Ну, я немножко раскрою, да, тематику. Конкурс, блиц-турнир по ледовым скульптурам на площади Орджоникидзе. Тема была «Сказки народов мира». По ледовым скульптурам тема была «Легенды дикой природы», и по снежным скульптурам «Фауна Арктики». Хосе, я так понимаю, что вы в первый раз в Якутии. Как вам наша зима, наш климат? So what do you think about the climate in Yakutia? Bueno, tengo que decir que es uno de los climas más extremos en los que he estado participando. У меня сложилось впечатление, что температура достаточно экстремальная, но мной движет страсть к искусству, и она все преодолевает. Василина, а какова роль участия международных участников в нашем фестивале «Бриллианты Якутии» в конкурсе? Ну, для нас, конечно, важно расширять границы. Мы знаем, понимаем, что, в общем-то, не только в России, не только в Китае проводятся подобного рода конкурсы. Это и Финляндия, то есть более северные, да, страны, государства. И наши мастера, в общем-то, себя показали и доказали, наверное, всему миру, что мы являемся одними из лучших мастеров по ледовым и даже по снежным скульптурам. И, конечно, нам хочется не сколько, наверное, стать лидерами, да, в этой области, а больше привлечь внимание к нашей республике, чтобы больше о ней узнали, чтобы ее полюбили и приезжали к нам в гости. 23 ноября состоялось торжественное открытие вообще фестиваля «Зима начинается с Якутии», да, и 24-го, в понедельник, прямо у нас морозы прямо-таки покрепчали. Как чувствуют себя конкурсанты? Не жалуются, что холодно? Вот удивительно, да, но для них 24 числа, когда вот был самый холодный день ноября, конкурсанты, да, ощутили на себе якутский холод, но сегодня буквально они очень рады, что потеплело. Они это очень ощущают, хотя, в общем-то, они все физически затрачивают очень много энергии, но при этом им хочется, чтобы холод был настоящий, якутский, чтобы скульптуры тогда получаются более, скажем так, более точными. То есть мороз им больше помогает даже в работе, чем теплая погода. Поэтому все участники очень рады и тому, что тепло, и то, что немножко и холод добавляет свои какие-то коррективы. Поэтому нам все на руку. Хосе, как вы давно работаете с таким материалом, как лед, и как вам удается, вот живя в Перу, научиться работать с такими материалами, как лед и снег? So, for how long have you been working with ice and snow, and how in such a warm country as Peru do you manage to work with ice? With the snow, I have 5 years participated in snow festival. Yeah. Вообще я работаю 17 лет, и в последние 5 лет я участвую в фестивалях, и получаю возможность на таких фестивалях. То есть получается, что на фестивалях именно приобретает опыт. So do you get the experience in such festivals? Yeah. I participate in the snow festival in Kayseri, Turkey. I participate in a snow festival in Grindelwald, Switzerland, and I participate in
in the contest Ice and Snow Festival in Harbin, China. То есть я набираюсь опыта в таких международных фестивалях от Турции до Гриндервальд, что в Швейцарии. И в последний раз я побывал в Харбине на фестивале скульптуры снега и изо льда. А как вы оцениваете уровень подготовки участников конкурса «Бриллианты Якутии»? So how do you estimate the level of preparation of the participants of this festival? The level with the participants is so advanced, yeah. Я отмечаю достаточно высокий уровень подготовки и вообще работ участников данного фестиваля. Есть чем сравнить. Хосе, а вам удалось попробовать уже блюда якутской кухни? Did you manage to taste the Yakut cuisine, food? Oh yes, I like it, the cuisine of Russia in general, but in Yakut I like the fish. Yeah, it's so mixed. Exactly. Я в целом люблю кухню в России, русскую кухню, но что мне очень понравилось в Якутии, так это якутская рыба в различных формах. А какие культурные обмены вы ожидаете между участниками из разных стран? What cultural exchanges do you await to receive with the participants from different countries? For me, it's the real experience so good. Yeah. I learn of other participants. Yeah, the experience, exactly. Да, безусловно, это очень хороший межкультурный опыт. Мы получаем как технически, навыками обмениваемся, так и контакты налаживаем, конечно. Ну и, Хосе, как думаете, ваши личные ожидания от этого конкурса? What are your personal expectations from this competition? Okay. My what? Expectation. What do you want to learn? Yeah. I expecting so good. For me, it's the real experience and marvelous experience. Yeah. Безусловно, у меня ожидания самые лучшие. Это контакты наладить и вообще повысить свой опыт участия в таком регионе. Василина Васильевна, что бы вы хотели сказать зрителям, которые еще не успели и пока еще не посетили фестиваль? Ну, хотелось бы сказать всем нашим горожанам и гостям нашего города, что впереди еще ряд интересных, ярких фестивальных проектов. Конечно же, в первую очередь, это праздник Строганина, который состоится 30 ноября в Центре спортивной подготовки «Триумф». Приходите, там же будет выставка-ярмарка местных товаропроизводителей, и будет новый проект. Это народные состязания среди мастеров-кузнецов по изготовлению якутских ножей. Я думаю, это будет очень яркое, зрелищное мероприятие, поскольку мы увидим настоящих творческих людей, которые своими руками создают клинки якутских ножей, и будут проведены ряд конкурсных мероприятий, где они покажут качество своих ножей. Это будет изумительно и интересно. Ну и кроме этого, конечно же, самое ожидаемое для самых юных наших горожан — это зажжение новогодней елки столицы 1 декабря в 17 часов на площади Орджоникидзе. Ну и традиционная, уже полюбившаяся автоколонна с праздничной иллюминацией от предприятий нашего города. Поэтому я надеюсь, что все придут, порадуются вместе с нами. Не так давно у меня были в гостях сотрудники департамента предпринимательства и сказали, что фишкой будет этого года автоколонны, появятся еще какие-то ростовые фигуры. Да, появятся ростовые фигуры как символы нашего якутского холода. Это бык холода и северный олень, тоже украшенные иллюминацией. Я думаю, что это будет очень красиво, и вся эта кавалькада будет двигаться от площади Орджоникидзе до площади Дружбы. А сохранится ли традиция передачи символа холода?
Конечно, неизменно, кстати, сейчас наши коллеги вместе с Чесханом находятся в Аймиконе. Немногие, наверное, знают, что буквально сегодня-завтра состоится передача именной горы городу Якутске в селе Тамтор. И наши коллеги привезут этот сертификат. И также Чесхан привезет символ холода, который мы ежегодно передаем Деду Морозу, чтобы уже по всей России зажигались елочки и наступала зима. То есть появилась еще новая теперь локация в Аймиконском улусе, это гора Якутск. Да. Здорово. Что еще ожидает наших гостей, может быть? Наверное, для самых юных горожан будут интересны такие интерактивные, наверное, программы, мероприятия. Тоже в Триумфе 30 ноября будет интерактивная площадка «Зимафест», где можно будет поучаствовать в мастер-классах по созданию елочных игрушек, написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Много интересного снять или самому сняться в маленьком кратком сюжете в мультфильме. Еще очень много-много разных мероприятий, которые, конечно же, понравятся нашим горожанам. А вход платный? Вход бесплатный, вход абсолютно бесплатный. Пожалуйста, приходите, участвуйте, посмотрите, порадуйтесь вместе с нами. Давайте еще раз напомним нашим зрителям, что 30 ноября в ЦСП «Триумф» состоится праздник Строганина. В целом выставочные и фестивальные мероприятия начнутся с 12 часов, а праздник Строганина и народные состязания по якутскому ножу начнутся с 15 часов. А также могут в отдаленных улусах посмотреть прямой эфир на НВК СХ. Отлично. В понедельник состоялся блиц-турнир на площади Орджоникидзе, участников, конкурсантов международного фестиваля. Там, я так предполагаю, если 20 команд, значит 20 фигур. Скульптур. Они будут иметь подсветку? Обязательно будут иметь подсветку. Сейчас над этим работает наша организованная группа, которая как раз занимается подсветкой этих фигур. Угу. А сейчас конкурсные работы, они проходят в Ледовом городке «Северное сияние» на 202-м микрорайоне, в месте, где у нас городской пляж. Да, кстати, сегодня уже завершилась конкурсная часть по ледовым скульптурам, и с завтрашнего дня начинается уже по снежным. Угу. И насколько я помню, в этом году международный конкурс «Бриллианты Якутии» посвящен юбилею, Ледового парка? Да, Ледовому парку исполняется 15 лет, поэтому уже, как говорится, достаточно такой приличный возраст у нашего Ледового парка. И ежегодно он собирает в весенний период очень много и гостей, и наших горожан. Самое, наверное, излюбленное место в зимний, в сезон, зимы и весны, поэтому, конечно, безусловно, работы наших участников украшают эту локацию, это общественное пространство. Благодаря моим коллегам, журналистам, я в средствах массовой информации видела уже те ледовые шедевры, которые стоят на площади Орджоникидзе. Прямо тончайшая работа, прямо диву даешься. Хотелось бы со своей стороны, наверное, попросить горожан сберечь эту красоту до оттайки, до весны, чтобы радовали глаз не только нас, горожан, но и приезжих туристов. Елка в этом году зажжется 1 декабря в 17 часов на площади Орджоникидзе, и по окончании пройдет уже автоколонна празднично украшенных машин. Угу. Уважаемые радиослушатели и телезрители, в эфире передача «Якутск сегодня». Мы через несколько секунд прервемся на рекламную паузу. Сегодня мы говорим о международном конкурсе «Бриллианты Якутии» в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». 20 участников у нас принимают участие в этом конкурсе. Шедевры мы ждем
На ледовом городке. Как я говорила, из них уже 4 международных команды, 4 у нас из регионов России, это Санкт-Петербург, Новосибирск, Находка и наши местные мастера. Спасибо большое, что вы приняли участие. Дорогие радиослушатели, телезрители, оставайтесь с нами. В нашем втором блоке к нам присоединится бренд-шеф-повар Николай Атласов, с которым мы поговорим о вкусе Якутии. Уважаемые радиослушатели и телезрители, в эфире передача «Якутск сегодня». Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать интересующие вас вопросы нашим гостям по телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Мы сегодня говорим о стартовавшем фестивале «Зима начинается с Якутии». В первой части мы говорили о международном конкурсе «Бриллианты Якутии», а сейчас к нам присоединился Николай Атласов, бренд-шеф ресторана «Тыгындархан», амбассадор якутской кухни, региональный представитель Ассоциации шеф-поваров России «Шеф Тимс», член гильдии шеф-поваров России, член жюри гастрофестиваля «Вкус Якутии» и конкурса «Строганина». Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Николай Васильевич, расскажите, как вы стали амбассадором якутской кухни и что для вас это значит? Ну вот это стало самим собой, можно сказать, да. Я родился в семье, где проходят обряды, проходят экскурсии, и это как бы каждый день на потоке стоит. А также я закончил колледж культуры и искусства, потом армия, и потом уже выбрал профессию повара. И пошло-поехало, как говорится. Представляю якутскую кухню на российском уровне и на международном уровне. Являюсь еще и амбассадором республики именно гастрокарте России. И пошло вот. То есть я якутскую кухню представляю на всех уровнях. Говоря о гастрономическом фестивале «Вкус Якутии», сколько в этом году принимают ресторанов участие? Есть ли среди них новички? Вот сегодня же, по-моему, второй день уже, да, как идет фестиваль? Да. Подскажите немножко. У нас 12 команд участвует, из них 7 на конкурсной основе. Вот. Есть молодые шеф-повара. Допустим, вот вчера был конкурс, и там шеф-повар 4-й курс ЕТТС, уже шеф-повар. И неплохо себя показали, между прочим. И где вот молодой шеф-повар работает? Ну вот ресторан Асая. Асая. Да. Еще Кивис, тоже молодой шеф-повар, уже 20 лет, и уже шеф-повара. Очень талантливые ребята, и максимально именно благодаря этому фестивалю «Вкус Якутии» шеф-повара используют локальные продукты, что очень важно. Удается ли им сохранить идентичность, специфику нашей якутской кухни? И что нового вносит? Тут же главная цель о том, что вот, допустим, Асаи, да, это паназиатский, азиатский ресторан, но пользуются локальными продуктами. И опять же, мы смотрим, сейчас изучаем новую якутскую кухню. То есть якутская кухня, она есть вот основа, база, но она должна еще обновляться. Как каждый век развивается. Раньше люди на лошадях ездили, потом перешли на машину. Также и еда. То есть раньше вот так было, но основа осталась, база осталась, и мы ждем нового. А новое это, соответственно, новые молодые шеф-повара. Мы на них очень смотримся, иногда у них учимся, их обучаем тоже. Вот как-то так. А сколько человек входит в состав жюри и кто и кем являются вот члены жюри? Есть ли приезжие, может быть, шеф-повара? Есть приезжие шеф-повара. Павел Васильев, вот, он, допустим, судья международного класса.
по поварской линии. Его студенты с Камчатки выиграли в этом году шеф-аляру. И никто не верил, что дальневосточники шеф-аляру победят. И этот парень сделал это дело. Основная цель его приезда — опять обучить, дать шанс студентам. Это очень, что немаловажно. Вот. А также есть в жюри еще рестораторы, которые имеют несколько ресторанов, и они смотрят на каком уровне ресторан находится. Вот, эксперты. Вот. А также окружная администрация, наши преподаватели, вот. Ну и мы. А вот вы как шеф-повара, члену жюри, даете ли какие-то мастер-классы, может быть, конкурсантов учите чему-нибудь? Ну вот, 28-го как раз уже будет конкурс среди студентов уже, и будут тоже интересные блюда. И очень самое главное, хорошо, что вот молодежь работает, и студенты тоже глаза горят, и как раз вот таких именитых шефов приглашать, чтобы они делали мастер-классы, это дорого стоит. Николай Васильевич, я знаю, что для популяризации якутской кухни, да, вы сами принимаете участие в разных конкурсах российского, международного уровня, да. Вот недавно прямо все средства массовой информации заполнены были тем, что вы принимали участие в битве шефов. Немножко расскажете? Ну, если честно сказать, сначала я отказался в голове своей. У меня тут уже в глазах вижу, что Ивлев берет мою тарелку и бросает в мусорку. Столько лет работы и просто на смарку, да? На всю в одном страну. проекте взять. Да, и на всю страну. Я такой сначала подумал, потом подумал, почему бы и нет? Зачем? Я же себя считаю профессионалом, и надо это сквозь себя перешагнуть. Ну да, выйти из зоны комфорта. Да, и сам себя загнал, и пошел, и нормально. И неплохо выступил. И неплохо выступил, республика рассказал. Ну, кто такой бренд? Я вот с этим вопросом. Бренд-шеф — это который брендирует якутскую кухню, рассказывает о нем максимально сколько можно. Поэтому мы и на конкурсах, и на фестивалях, мастер-классах участвуем. И когда, если мы боимся даже на телевизор выходить, это что за бренд-шеф такой, который боится, не выходит? И вот пошел. И там себе, свой уровень уже понял, нормально. А такие именитые шеф-повара, как Константин Ивлев, вот Рената, не знают о существовании нашего гастрономического фестиваля «Вкус Якутии»? И есть ли надежда, что они когда-нибудь примут участие в членах жюри нашего фестиваля? Конечно, можно. Тут надо просто в бюджете забить, и все будут. Всем интересны наши локальные продукты, потому что сейчас, в данное время, во время вот этого мирового кризиса, сейчас все начали смотреть на свой локальный продукт. Что у нас производится, где у нас рыба, где у нас мясо, производство, сельское хозяйство. И я думаю, что когда у нас такая хорошая рыба, мы еще подумаем. И экологически чистое мясо, да. Черепчинская жеребятина. И не только дикоросы, которые мы пока еще не собираем, травы очень много, чего даже просто иван-чай растет везде на дворах, а уже самый северный вот наши умеют. И это всего лишь одна трава. А их сколько? Да. Целая красная книга, мне кажется, энциклопедия, по-моему, и вообще вся таблица Менделеевых, особенно вот северные ягоды. Я сама просто некоторое время жила в Арктике, и голубика, морожка, там совсем иного другого вкуса и качества. Ну, что, допустим, на вкус влияет? Климат, сам продукт, и еще плюс наша культура. То есть у нас же все на культуре связано.
наши боги, наши духи, и все пропитаны этим. Поэтому еда тоже наша уже пропитана вот всем этим. Вот. А как вы видите развитие якутской кухни на международной арене? Ну, уже она имеет, допустим, просто бренд — это строганина. Даже больше ничего и не надо пока. И строганина, через строганину можно все провести. И благодаря такому фестивалю, как строганина, именно как сделать брендом, вот якутская кухня продвигается вперед. Тут же строганина-то не только у нас, а почти во всех арктических регионах есть. И тут тоже конкуренция неплохая начинается, да? Но у нас, получается, спасает наша зима. То есть наша рыба обработана холодом. Шоковая заморозка. Благодаря этому холоду уникальный вкус, текстура, соответственно, самое главное — безопасность. Когда уже рыба томится при минус 40 градусов, это уже шедевр. В этом году вот строганина, да, конкурс, раз мы уж заговорили о строганине, сколько участников будет, Василина Васильевна, может быть, немножко завесу приоткроете? Да, у нас ежегодно принимает участие в конкурсе строганина 16 команд, но в этом году мы внесли кое-какие изменения. Вот Николай Васильевич в курсе уже, поскольку жюри, обсудив, приняли решение, что не будем придерживаться гендерных каких-то жестких требований, допустим, мужчина и женщина обязательно в команде. Это могут быть и только мужчины, и только женщины. То есть свободно команда может подбирать себе партнеров. Плюс в этом году в конкурсной программе во время строгания можно использовать подручные средства. Это и подставки разные, мастурбалы и прочее, кроме механических и автоматизированных. Вот. И, конечно же, критерии остаются те же: скорость строгания, качество строгания. Это неизменно, но и при этом домашние задания нынче мы не проводим. Это будет презентация команд, то есть это национальный костюм, как они красиво выходят, буквально в течение 20-30 секунд представить себя. Могут быть это и песня, и исполнение на каком-то инструменте, и просто проходка какая-то. Вот нынче вот такие вот изменения. Николай, вот казалось бы, да, вот строгаешь и строгаешь, да, рыбу. Вот что вы оцениваете в этом конкурсе? Там толщину, я не знаю, стружки. Ладно, вот, ну, скорость — это все понятно, да, там почистили шкурку, красиво этого. Что еще кроме этого? Ну, у нас есть концепция. Мы ровно по концепции и судим. То есть у нас нету такого, чтобы спорных моментов было. Ну, уже который год проводится, и не один жюри же. Да, 5 членов жюри у нас принимают участие. Но хочу сказать, толщина стружки тоже влияет же. Это же как ты выстроишь горку. Главное, первым до вот этой вот линии выстроить горку. И это же зависит тоже, какой нож, под каким углом ты ее строгаешь, чтобы она была либо маленькая завиток, либо большой. И надо же быстро успеть это сделать, пока она не подтаяла и горка не села. И фундамент, чтобы снизу не упал еще. Тут есть свои тонкости. Нюанс. То есть по высоте. Да, обязательно. Это качество. А иначе мы никак не сможем регламентировать. Мы можем проводить, конечно, и 15 минут, но, представляете, рыба растаяла, и каждый раз строгать из одной рыбы-то тоже в течение 15 минут не выстрогаешь. Но прямо с каждым годом уровень участников, я так вижу, что вообще растет и растет, безусловно. Что за несколько минут они вот из стружек строганины делают какие-то прямо вообще шедевры, да? Да. И вот сами участники говорят, мы же, ну вот до конкурса строганины, да, сами же тоже пытаемся проводить внутри семьи, внутри коллектива какие-то подобные конкурсы. И вот они
попробуют, каким ножом, под каким углом нужно вывести эту стружку, чтобы она быстро дала возможность выстроить эту горку, и чтобы она не осела. Очень То есть они интересно. тоже работают над этим, наши Прям участники. как архитектура. Да. Ага. Ну тогда в этом году то, что вот мастера якутского ножа, клинка будут принимать участие, они не будут передавать сразу участникам, чтобы это же- на деле проверить. Да, это отдельный будет проект ну, в рамках праздника Строганина. Просто нам хочется, опять же, продвинуть бренд якутского ножа. Насколько известно, уже в социальных сетях Хэштег якутский нож. да, не раз встречаешь, что где-то то испанец, где-то у себя на родине с якутским ножом готовит свои национальные блюда. То есть, в общем-то, наш якутский нож тоже, в общем-то, перешагнул за рамки не только вот нашего региона, но и России в целом, уже и за рубежом о нем достаточно знают. И за кулисами, можно сказать, даже ножи ломаются. Да. Якутские клинки. Поэтому с несколькими ножами ходят. Да-да-да. Тепло, холод. такое. То есть там не шуточные истории, там Да, и ребята. даже есть уже ряд имен мастеров, у кого есть прям такие проверенные, хорошие ножи. И, кстати, вот про ножи заговорили, можно даже с 2 рукоятками ножи Да, использовать. вот я Об этом у нас видела. был большой спор с членами жюри, но мы решили, а давайте проверим, повлияет ли оно на ход соревнования, именно конкурсной части, сможет ли участник с очень крутым ножом быстро все это сделать качественно, чтобы каким-то образом заявить о Я вот качествах. на кухне этого ножа. тоже я являюсь своим шеф-поваром, да, на своей кухне. Я бы, наверное, не отказалась от такого ножа, потому что все-таки, ну, строгание рыбы, так как я жила в Арктике, типа передано мне. Ну и опять же надо сказать, то, что обязательное условие якутская строганина — это без якутского ножа никак. То есть Только нож якутский. играет роль, только якутским ножом. Тогда мы ждем всех горожан и гостей 30 ноября на самую вкусную, наверное, да, из фестиваля «Зима начинается с Якутии» на фестиваль Праздник Строганина. праздник Праздник Строганина. Строганина. Ну и, Николай Васильевич, я не могу не спросить у вас, что вы, может, пожелаете юным студентам, те, которые желают стать, что нужно для того, чтобы стать шеф-поваром? Сразу говорю, то, что вообще надо учиться готовить, потому что мы всю жизнь кушаем. То есть дети учатся в музыкальных школах, спорт ходят, а также я думаю, то, что обязательно надо учить детей готовить еду. Потому что в еде мы, что мы едим, теми мы являемся. Вот. А профессия, сразу говорю, она сложная профессия. То есть забудь о праздниках, много чего можно но голодным точно не умрешь. Вот. А творчество, как раз люди творческие в еде, это 100%, потому что... Спасибо большое, Николай, Василина, что приняли участие в нашей передаче. Дорогие телезрители и радиослушатели, принимайте участие, посещайте фестиваль «Зима начинается с Якутии». Всех ждем 30 ноября в ЦСП «Триумф» в 12 часов дня. С вами была Любовь Сыровацкая. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире.